все отрасли, начиная от сельского хозяйства, заканчивая там медициной, то у нас этот предмет дается в достаточно большом уровне, даже мы превышаем нормативные составляющие, за что нас иногда критикуют, но я считаю, что и врачи должны знать, и учителя тем более, да, и работники сельского хозяйства. Мы должны уметь не просто эксплуатировать те программы, которые нам кто-то написал, но и самим формировать технические задания для того, чтобы эти айтишники нам их готовили. Для того, чтобы тех заданий формировать, и стройки также. Это самое сложное. А дальше они алгоритм, когда распишут, там уже дело техники. А вот что мы ожидаем от этих технологий, этот вопрос нам должны задавать, а мы должны на них уметь отвечать. Поэтому, когда выбираете профессию, это не просто там поступил на физфак или на биофак, или в институт медицины и биологии, у нас он так называется, или высшую школу IT-технологий. У нас, еще раз говорю, и журналисты цифровыми технологиями владеют, и медики, и так далее. А сейчас поставлен вопрос биологизации, особенно вот эта пандемия. Потому что весь мир растерялся. Что делать? Такое ощущение, что дынджа бітеді. Біздің әбі марқұм айтқан, екі мың ел озғач, дынджаның тәмі бітеді. Да, и вот мы уже год с лишним, вот в марте, да, как находимся в таком режиме, но наша страна одной из первых разработала вакцины. И вот я хочу сказать, вот, кто еще не сделал вакцинацию, это не призыв. У нас в составе университета работает собственная клиника, наверное, в фильме показываю. Более 2500 сотрудников и вот закрепленный контингент сделал. Ни у кого каких-то проблемных моментов не было. Хотя и 65+ прививается, и у кого есть проблемы сахарного диабета, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Поэтому, Лавашка, и эти вопросы, они будут возникать. Идет в любом случае потепление климата, по крайней мере, все об этом говорят. Больше, правда, к сожалению, политики пока говорят, чем ученые. Но тем не менее, это говорит о том, что из года в год новые болезни будут появляться, новые системы в сельском хозяйстве будут использоваться. Поэтому нам нужно к этому быть готовыми. А вся наша жизнь, начиная от нас самих, мы биологическим объектом являемся. Да? И мы точно так же, как изучаем космос, океан, должны научиться понимать, какие процессы происходят в нас самих, и научиться их моделировать. Поэтому задача стоит в университете, чтобы и физики хорошо биологию знали, математики, химики, ну, может быть, пока до гуманитариев не доберемся, но у нас 100% формируется новая концепция образовательных программ, мы ее назвали биологизация естественно-научного цикла. Это говорит о том, что наши выпускники через 4-5 лет будут на расход. Они сегодня все устраиваются, кто хочет по профессии. Другое дело, когда нам говорят, что там какие-то выпускники в магазине устроились, какие-то кем-то, всегда так было. Кто-то женился, кто-то замуж вышел, да, и приехал в район, а там пока по специальности нет работы. Вы посмотрите вот в советское время фильмы военных, кто женился, там мужья военные, а кем им работать? Хорошо, если учитель и школа есть в военном гарнизоне или есть больница, правильно? В основном кто-то начинает там с библиотеки и так далее. Это жизнь, это каждый себе выбирает. Если считает семью важнее, значит, пока работает по той специальности, по той профессии, которая есть, вакансии. И в Казани тоже самая ситуация. Поэтому сегодня рабочих мест достаточно. Другое дело, кто-то удовлетворен на эту зарплату, кто-то нет, кто-то улучшает свое финансовое состояние. Но единственная большая для нас проблема, что чем больше у человека знаний и компетенций, тем он больше требует вознаграждения за свой труд. И, к большому сожалению, пока достаточное количество людей, очень талантливых, уезжает за пределы. Вот эта задача стоит, чтобы мы формировали у себя собственный рынок труда за счет такой талантливой молодежи. Но с этого года, здесь еще не говорится, мы получили один из объектов, там 28 тысяч квадратных метров, нам 18 тысяч уже передали.
это бывший павильон под WorldSkills, Энгель Иванович, где мы будем формировать собственный технопарк студенческий. Это будет говорить, что люди, обучающиеся еще в стенах университета, будут уже создавать собственные стартапы и испытывать себя, насколько он способен работать там в этой новой структуре. И принято решение практически, я об этом могу озвучить, поскольку Дмитрий Николаевич Чернышенко сказал, что мы отдельные распоряжения выпустим, формировать так называемый карбоновый полигон на базе нашего университета. Это тоже новые направления бизнеса, это вводит его Евросоюз. Если слышали, на все будет трансграничный налог. То есть говорят, что мы, как сырьевая страна, много вносим или имитируем так называемых парниковых газов, куда входит углекислый газ, метан, закись азота, кто знает. То есть это все то, что формируется на нашей земле. Мы дышим, животные, особенно по метану. И все это вредит нашей окружающей среде и приводит к потеплению. Поэтому этот налог вычисляется из того объема, сколько мы формируем этих парниковых газов. Но тогда стоит задача, а как их поглотить? То есть как их депонировать или просто... Вы знаете, что леса, да, и так называемые много разных растений, и сегодня генетики работают над животными, чтобы они меньше наносили вреда окружающей среде. Там есть и вопросы, связанные с сельскохозяйственными технологиями, так называемые ротационные агротехнологии. О них специалисты все хорошо знают, просто не везде их используют, к сожалению. И вот так называемые карбоновые фермы, они также будут создаваться учеными нашего университета. Поэтому я думаю, здесь для нас с вами, для вашего района, для нашего университета есть еще одна тема работы. А это дальше продажа этого баланса, карбонового баланса. Это вот по разным данным, это рабочих мест в стране должно быть примерно более 1 миллиона человек, которые будут этим заниматься. БИЛ нашел целевой набор процента Зурая. А нацам отечественные граждане, но за граждан России особых изменений нет. Значит, есть, кто не поступил на бюджетные места, есть наша договоренность со Сбербанком о финансировании так называемой по линии образовательных кредитов. Значит, половину мы гасим за счет университета. Но вот в связи с пандемией был указ президента страны до 3% снизить. Да? То есть там условия очень хорошие. Я условно говорю, если стоимость стоит образование, любую цену буду, допустим, 100 тысяч рублей, ранее был 8% кредит Сбербанка. По указанию президента страны снизили до 3%. То есть разницу государство гасит. Мы за счет университета и эти 3% тоже гасим. То есть получается этот кредит бесплатно. То есть если человек взял 100 тысяч, то 100 тысяч он и будет возвращать. Еще изменились условия такие. Он возвращает этот кредит по истечении 3 лет после окончания высшего учебного заведения. Начинает работать, и, по-моему, там до 20-25 лет рассрочка идет, равными долями. То есть он уже узенов хозмет хаканан ол кредитные каплы. Поэтому это очень хорошее. И в прошлом году у нас мы решение приняли где-то в сентябре, но воспользовалось достаточно большое количество уже людей. Я сейчас точно не могу сказать, но это примерно 200-200 с лишним человек. Это точно. Потому что одно дело сразу вытащить и заплатить, другое дело, потом еще законы поменяются, в лучшую сторону будем надеяться. Но закончил вуз, через 3 года только начинаешь платить, да, и в течение там 10, 15, 20 лет. И целевой набор, вот сказал, 2 направления пока уже есть, это по подготовке по всем предметным областям педагогов и врачей. В принципе, по врачам самая, такая животрепещущая всегда тема была. И в прошлом году мы увеличили контрольные цифры приема по инженерным наукам, поэтому
у вас есть техникум, через техникум это можно по внутренним экзаменам только делать. Никаких дополнительных внутренних экзаменов, как МГУ, как там другие столичные вузы, мы не делаем. Не делаем не от того, что считаем, что ЕГЭ дает однозначный ответ на все вопросы по качеству подготовки, а причина одна, чтобы убрать элементы коррупции. Потому что как только дополнительный экзамен, начинаются звонки, просьбы, что вот вы можете повлиять на что-то, а так мы влиять не можем. Мы говорим, вот школа дала единый государственный экзамен, нам этого достаточно. Другое дело, потом в течение процесса обучения, первый, второй, третий год показывает, в каких школах реальные как бы результаты, в каких школах не совсем реальные. Ну, біздің инженерный наука негізде Шалғыда бетін деймі? Біздің Шалғыда да бар, Қазанда да бар. Қазанда да бар. Ну, біз, Алла берса, құрметлі шығарылыш класс оқушылары, міне қазір біз келішу қол қойырға планлаштырамыз. Қазан Федерал университеті білән де міне біздің үшін ол, техникум директоры берді отыра, андағы балалар үшін, ата-аналар үшін бигерәк те енді ол бик зор әйбер болайын иншалла. И еще один момент хочу. После техникума люди все-таки взрослые уже, да, отучились, и они уже находятся в профессии. Мы большую часть посмотрим, может быть, некоторые вещи можем и на площадку района перенести. То есть сегодня говорили из Чернышенко, чтобы и вот по учителям президент страны это разрешил, чтобы они сразу работали уже, начиная со 2-3 курса, да? Уровень магистратуры ранее был разрешен, потому что люди, ну, все-таки же стипендия небольшая, и хотелось бы, чтобы вот они инженерным наукам, конечно, в заочной форме, при первичной подготовке это нонсенс, инженеров готовить заочно нельзя, но после техникума мы разрабатываем специальные программы, когда они больше будут находиться на работе. Вот как раз путем внедрения цифровых технологий. Он пришел с работы, и весь мир так работает. Вот мы как бы глаза только себе открываем. Вот цифровые технологии специально были в мире разработаны для того, чтобы у кого есть семьи, кому надо кормить эту семью, у кого есть дети, женщины, если родили, находятся в декретном отпуске, чтобы они год не теряли. Хорошо, когда есть там помощники родителей, бабушки, да, а когда никого, негде ребенка оставить. Чтобы они учились и дистанционно, кто старается, те заканчивают. И в конце они не хуже сдают экзамен. У Хамана, что болтаться, это в шахадаре, он